Добрый день, город Краснодар. Сегодня у нас видеообзор по мини-трактору Kubota GL23. Трактор у нас дизельный, трехцилиндровый, двигатель D1463. Трактор полноприводный, оснащен гидроусилителем руля. Коробка у него, грубо говоря, полуавтомат. Трактор у нас оснащен реверсом. Также есть вал отбора мощности, 4 передачи правого вращения и 1 передача левого вращения. Есть функция быстрого разворота, блокировка заднего дифференциала. Трактор пришел с Японии довольно-таки в целом состоянии. Где-то, конечно, что-то подкрашивалось, не без этого трактора, потому что у нас не новый. И даже довести его до России, нигде не поцарапав, это невозможно. Поэтому где-то какие-то были работы. Но в целом трактор хороший, колеса, шины у него живые. Есть маленькие потрещинки, но это лет на 5 будет ходить. Фреза, на удивление, в родной краске. Да, конечно, есть царапинки, она работала в земле, все это присутствует. Вот, но, тем не менее, малярные работы обошли ее стороной. Кардан у нас в чехле. Ножи бэушные, но еще, скажем так, на четверочку, еще ими работать и работать. Так, сразу обратите внимание, что уровень масла в коробке в норме, масло светленькое. Трактор у нас также оснащен дугой безопасности. Так, педальки у нас не выширканные, целенькие. Наработка у трактора 694 моточаса. Коврик немножко порвали, не знаю, то ли в процессе эксплуатации в Японии, то ли уже в России, когда перевозили, немножко порвали коврич. Так, трактор, конечно же, мы мыли, но вот он простоял 2 дня, под ним все сухо. Ничего мы никуда не переставляли, бортовые сухие. Передний мост сухой, вал отбора мощности сухо. Видно, что плитка по тракторам сухая, соответственно, вон бортовая правая, задняя. Вот. Если бы что-то текло, то оно было бы видно. Не скроешь это. Все сухо. Так, мы сейчас покажем моторный отсек. Так, итак, моторный отсек. Тут никто ничего не красил, все родное, где-то есть ржавчинка, там, сям, зато все родное, все целенькое. Болты, гаечки, решительный бачок, жидкость имеется. Сейчас заведем, покажем все. Так, с другой стороны. Да, есть где-то моментики, но, повторюсь, трактор не новый, поэтому все, что есть, как говорится, согласно паспорта. Тут есть потертости, но в целом все целое, все на месте, сидушка целенькая, под сидушкой никакой гнили, ржавчины нету, коррозии, наклейка японская родная, есть царапки, тут все цело, фонари у нас целенькие. Правый фонарик тоже целенький, ручки все на месте. Компьютер, сейчас продемонстрируем работу компьютера. Тут ржавчины какой-то нету, да, бывает такое, что ручки ржавые. Там тоже все согласно возраста. Морда целенькая, фарки целенькие. Есть тут масенькая трещинка, но ее даже пальцем не чувствуется, где-то подприжали. Так, давайте сейчас сделаем запуск. Так, итак, запуск. Одному не очень удобно. Конечно, сейчас микрофон может звук искажать, такое часто бывает. Но тут уже, грубо говоря, нужно приезжать, досмотреть, если есть какое-то сомнение, недоверие. А так, работает хорошо. Пускай пока прогреется. А мы сейчас с вами
продемонстрируем работу фрезы, работу компьютера. Сейчас сделаем специальное препятствие на тракторе. Итак, мы сделали специальное препятствие перед трактором для того, чтобы продемонстрировать работу автогоризонта. При запуске трактора у нас заморгает лампочка, требует, чтобы мы подняли и опустили фрезу. Вот мы ее подняли, поднимается она. Все, загорелась лампочка, компьютер полностью в рабочем положении. И так нужно делать каждый раз после запуска. Опустили. Так, поехали. Желтая, автогоризонт. Это так у нас, грубо говоря, синяя, это ручная. Сейчас я приподниму фрезу. Сейчас автоматика на желтой. Включаем синяя. Все, я скривил, фреза стоит криво. Нажимаю желтая автоматика. Он сам выровнял. При езде трактор у нас шевелится. И для того, чтобы фреза фрезеровала в горизонте, ставим желтый режим, автоматику. И сейчас посмотрим, что из этого получится. Итак, включили мы скорость. Включаем пониженную. И идем смотреть, как работает автогоризонт. Трактор наезжает на камень, который мы положили перед колесом. И видим, что фреза выравнивается. То есть трактор, видим, что у трактора криво, а фреза в горизонте. То есть он сам регулирует. Значит, функция у нас данная присутствует. Она исправная, что мы наглядно видим. Также у трактора есть функция контроль глубины фрезеровки. Сейчас мы также это продемонстрируем. Он потихонечку съехал с камушка. И все, фреза выравнивается. Итак, главная задача при фрезеровке правильно отрегулировать глубину. При заглублении не должно быть не дальше посадочного места. Иначе будет разбивать посадочное место, иначе будет разбивать редуктор и будет растягивать цепь. Как добиться глубины? Либо ставить опорные колеса и вручную регулировать глубину фрезеровки, либо автоматикой. Ну, допустим, я сейчас поставил на троечку, на маленькую глубину. При заглублении фрезы задняя шторка поднимается, отталкиваясь от земли. Она поднимается, видите, и фреза начинает подниматься сама. При опускании она сама опускается. Все, контроль глубины фрезеровки у нас полностью рабочий. Все датчики работают, компьютер полностью выполнил всю свою работу. Так, ну еще раз повторюсь, сейчас у нас все стоит в автоматике. Мы проверяли автогоризонт и контроль глубины. Синие режимы — это включение автоматики. Это ручка, на какую высоту поднимать заднюю навеску. Так, давайте сейчас включим вал отбора мощности, посмотрим, как у нас работает фреза. Немножко я подниму от земли, чтобы не побить плитку. Так, приподняли. Ну и включаем первую передачу. Отпускаем. Делаем рабочие обороты. 2500. И все, крутится родная. Кстати, здесь сальник. Фреза сухая. Сальник не течет, мы видим. Фреза не дергается. Стоит ровненько. Никаких шумов, цепи нету. Редуктора нету. Так, включим повышенную передачу. Это была у нас первая. Включим третью. Никаких шумов нет, да? Все работает хорошо. Четвертая. Самая быстрая. 1500 оборотов примерно. Так, ну, пассивную работу фрезы мы продемонстрировали. Шумов мы не услышали, биений не увидели. Все у нас хорошо. Так, ну трактор у нас прогрелся, теперь можно посмотреть самые интимные части. Так, ну первое, что можно проверить, это двигатель, да? Это сапунит двигатель, либо не сапунит.
никакого дыма мы не видим, да, то есть ничего тут нету. Делаем вывод, что двигатель у нас не сапунит. Так, теперь проверим на газы. Можно добавить оборотов. Но только биение от вибрации идет. То есть можно смело сделать выводы, что мотор у нас не сапунит, газы не идут. Значится, ну, конечно, туда внутрь не заглянешь, не посмотришь, но можно сделать выводы, что с двигателем все хорошо. Ну, еще раз обойдем трактор. Возможно, я что-то не показал, что-то забыл. Если что-то у вас есть дополнительные вопросы, всегда можем доснять, дофотографировать, не знаю, сделать видеозвонок. Все, что пожелаете. Пока суть до дела, проверим сразу масло в фрезе. Опа. Ну, маслечко у нас светленькая. Маслечко в норме. Все, ждем от вас обратной связи.